Привет! Привет! В прошлый раз очень многие, видя название «Интервью с любимым человеком», ожидали увидеть твоего мужа, ну или еще кого-нибудь. Но, да, к сожалению, у нас не принято любить и уважать себя. Если мы не уважаем и не любим себя, то и нас никто не любит и не уважает. И уважая себя, мы уважаем других. Уважение и любовь всегда начинаются с себя, но при этом не надо смешивать с эгоизмом, тем более если мы люди семейные и с детьми, хотя в семье также должно быть уважение и любовь к себе. Но, как и везде, как я уже сказала, есть грань, и должна быть грань между любовью и уважением к себе и эгоизмом. Поняла, спасибо. А откуда эта идея пришла в голову вести разговор с любимым человеком? Многие идеи приходят при общении с людьми. Здесь, в Америке, живут очень много наших людей национальности Марии. И поначалу человек согласился было дать мне интервью, ибо я через свой YouTube-канал знакомлю с людьми нашей национальности, которые живут здесь. Но когда разговор наш пошел о сегодняшней ситуации и наши мнения разошлись, в итоге он выдавил из себя: и вообще я не дам тебе интервью. А я так про себя: велика потеря. Мол, сама от себя возьму интервью. И тут же вспомнила слова из стихотворения Натальи Дроздовой: ну как мудреть и развиваться без этих добрых злых людей? Из ими созданных препятствий возникнут тысячи идей. Поэтому я благодарю его за отказ дать мне интервью. Всегда есть выход из положения, вернее, другой вход в положение. Какие творческие планы? У любого творческого человека всегда есть творческие планы. И чтобы осуществить их, самое главное, нужно время, а потом уже деньги. Мы работаем, я работаю, и, конечно, когда результат будет готов, то я с удовольствием поделюсь с нашими друзьями. Что для тебя важно в жизни? Здоровье, здоровье родных и близких, отношения и, опять же, уважительные отношения друг к другу. Уважительные отношения друг к другу не только в семье, но и в общем, людей в обществе. Спокойствие в душе важно. Но в отношениях я не в ответе за других, потому что у всех у нас разное домашнее воспитание и культура, оттого и разное уважение или вообще полное отсутствие уважения человека к человеку. На твоем YouTube-канале приличное внимание ты уделяешь родному марийскому языку, марийской культуре, и при этом ты далеко живешь от своей маленькой родины. Почему? Ведь народ Марий считается немногочисленным. Одно дело это делать в России, другое из Америки. Марий поэзии Америка Гэч. Я слышу самые разные мнения по этому поводу. Знаешь, мне повезло, что я родилась Марией, и без разницы, какой национальности ты. Как говорила и говорю, уважать нужно себя таким, каким ты родился, или каким тебя Всевышний создал. Ашкемем килеш тугаем, аклашда гераташ, мугаем тем юмушочектен. Но, к сожалению, собственное уважение к себе, как национальности Марии, у нас у многих на очень низком уровне. И я об этом уже говорила в одном из своих видео. Ссылка будет в описании. Только хочу сказать, что умные люди ценят то, что я делаю, а остальным, как завистникам и темным в душе людям, ничего не объяснить. Они как были, так и останутся со своими понтами, самые умные и красивые, суперобразованные и лучше всех, умеющие многое, знающие все, впереди всей планеты, всей, но в Мариэл. Некоторые, конечно, не все такие с понтами живут в Мариэл, а вообще мы все любим Мариэл, живя в Мариэл.
Или любим из Москвы, из Санкт-Петербурга, или откуда-нибудь из севера России, или любим из какой-нибудь заграницы. Конечно, из-за границы любить легко, и легко приезжать в Мариэл и тратить либо доллары, либо евро, и при этом умничать. Знаете, я, например, когда-то приезжаю в Мариэл из Америки со своими долларами, чувствовала себя очень свободно, но не все это могут позволить, и не у всех мариэльцев есть родственники за границей, которые могут оказать помощь в долларах или же в евро. Как же остальным таким мариэльцам выживать в сложившейся ситуации? В общем, говорить легко. Ел мы яклака. Нужны нормальные условия жизни в Мариэл, но в неурядице собственной жизни легче обвинять других, ежели себя. Вот если бы я тогда вышла замуж за умного, но не дурака, то моя жизнь была бы лучше. Вопрос только, кто тебе его выбрал? Это был просто пример. Получаем то, что заслуживаем, и винить нужно только себя в своих неурядицах. Хорошо, зная то, что ты не любишь длинные интервью, может, на сегодня закончим, и, возможно, в следующем твоем интервью поговорим о твоем муже, ибо многие интересуются им, и особенно после того, как он спел в дуэте с тобой песню на марийском языке. Давай тогда закончим и, возможно, в следующем интервью поговорим о муже, о твоем и о моем, и о других насущных вопросах в жизни. Я благодарю за время и искренне желаю всем подписчикам и друзьям канала доброго здоровья и всех благ. Будьте с нами, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки и распространять видео. До следующего раза. Видео мунчумаланда чулалан кугута YouTube канала шкнавазаца лайком шандаши даманда тажада пиалан Лиза вескана Марта Тиндандане Эльвира Америка Вичлин.